Гражданин, чтобы не умереть от холеры, заранее принимай такие меры. Не пей сырой воды, воду оную, пей только кипяченую. Эти строки Владимира Маяковского, видимо, были единственным способом профилактики заражений. Много десятилетий, а может и веков, люди не знали, как бороться со смертельными болезнями, которые уносят тысячи жизней за короткий срок. Чума, тиф, холера, оспа, туберкулез, дифтерия. Одни только слова наводили ужас. Сейчас же мы это воспринимаем как что-то далекое, не из нашей жизни, как двигатель на паровой тяге, как телефон с крутящимся диском. Началом всеобщей вакцинации в Советской России можно считать дату 10 апреля 1919 года, когда был подписан декрет об обязательном оспопрививании. Читать-то трудно. В нем говорилось, что обязательному оспопрививанию подлежат все вновь родившиеся до истечения первого года жизни, все поступающие в учебные заведения всех типов, приюты и интернаты, все поступающие и поступившие в армию и флот, рабочие и служащие во всех предприятиях и учреждениях, все поступающие в тюрьмы и другие места заключения. Согласитесь, очень похоже на наши дни. В 1936 году в Советской России перестали регистрировать это заболевание. В то время не было такой мобильности, как сегодня. Границы были закрыты, дисциплина была построже. Но прививка доказала свою эффективность. Ее продолжали делать. У тех, кто родился в СССР до 1980 года, на плече есть небольшой круглый шрам. Это и есть след прививки от оспы. Всемирная организация здравоохранения заявляет о полной ликвидации оспы и прививку отменяет. Но еще много было разных инфекций. В 50-е годы Минздрав СССР утверждает первый национальный календарь профилактических прививок. Документ с перечнем болезней и системой оптимального применения вакцин. В 1957 году советских людей прививают от оспы, туберкулеза, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Причем вакцины от полиомиелита советские дети получают в виде сиропа и конфет. А помните еще это? На прививку первый класс. Вы слыхали? Это нас. Я прививок не боюсь. Если надо, уколюсь. Ну, подумаешь, укол. Укололи и пошел. Эти строки Сергея Михалкова, пожалуй, известны каждому, кто учился в советской школе. Сейчас бы, наверное, в них усмотрели пропаганду вакцинации. Михалкова заклеймили позором. Тогда же ни мы, ни наши родители даже не знали, от чего делали прививку. Надо, значит надо. Сегодня, начиная с рождения, в России человек в обязательном порядке прививается от 12 инфекций. И календарь прививок с середины прошлого века не очень сильно изменился.